кого начинается Родина. Добрый день, дорогие товарищи, я уж так буду вас называть. Мы недавно, буквально месяц тому назад, организовали музей советского быта под проектным названием «Сделано в СССР». Что к этому нас подтолкнуло? Лет 5 тому назад, какой 5 лет? В этом 14 году организовали в деревне Верхняя Кумашка Шумилинского района в новом здании социально-культурного центра «Сувар» музей, краеведческий музей или исторический музей мы его назвали. Собрали мы много-много вещей и приносили нам. И в этом году осенью нам этот музей пришлось закрыть, отопление пришлось отключить. Народа там маловато, но районная администрация по понятным причинам, ссылаясь на отсутствие денег, ничем нам не смогла на помощь, поэтому мы вывезли оттуда порядка 60-70% экспонатов сюда, в торговый центр «Кумашка», Камажа, звучит по-чувашски. Выставили где-то порядка 8 витрин вот эти экспонаты старинных предметов и понаблюдали, как народ это воспримет. Даже со стороны издалека поглядывая, вижу, люди проходят и останавливаются. Что-то заметили, оборачиваются, возвращаются. Многим стало интересно. Я специально уже начал их как бы встречать около этих витрин экспонатов. Завязывались наши разговоры. Многие говорят, у меня и это есть, и это есть. Я говорю, давайте приносите сюда, сделаем общий такой народный музей. Пусть это будет в нашем Новоюжном районе еще один культурный центр. А то все музеи или культурные учреждения у нас размещены где-то около залива, в центре города. Здесь маловато. И чтобы привлечь, все-таки пожилые приносят, вывесили объявление, что каждому дарителю мы вручаем баночку меда. У нас в деревне своя пасека. Это тоже немножко подтолкнуло. Как бы деньгами это немножко прозаично, а мед, взаимообмен, подарок на подарок, это вполне приятно. Многие, конечно, приносят вещи, хорошие вещи, добротные вещи просто так, в дар. Мы каждого дарителя записываем в специальную тетрадь, телефоны берем, фамилию, отчество, название предмета. Для будущего музея это обязательно пригодится. Вот здесь у меня расположено, буквально за неделю мы собрали эти экспонаты, примерно больше половины мною куплены на южном рынке, по приемлемым ценам, так. Там бесплатно практически не дают, но хотя бы за 10-20 рублей, там, в зависимости, покупаю, привожу. Приносят и буквально и сюда некоторые вещи. Очень интересная вещь, вот это безмен, весы, можно сказать, он в исправности. Тарелка, подвешенная на стальной цепи, из меди изготовлена, сама перекладина из латуни, здесь, по-моему, даже медная чувствуется по цвету медь, точеная тут деревянная часть. Интересная модель. Скорее всего, это еще до революционного периода, займет достойное место. У нас в нашем музее будут два отдела. Это как бы предметы, сделанные в советское время, как бы сделаны в СССР. Например, радиоприемники. Два радиоприемника. Один радиоприемник у меня дома находился в деревне, а второй купил на рынке. Это радиоприемник, здесь сделанный как подарочный вариант, здесь наклейка есть президентом Казахстана Назарбаевым, участнику войны, в честь 50-летия. Тоже это уже вдвойне интересный подарок. Нашли, купил на рынке, сувенирной продукции Чувашкабеля, завода Чувашкабеля. Там таких полно, довольно много они делали. Это чисто наш сувенир чебоксарский. Вот чисто наш сувенир, уже сувениром можно его назвать, конечно сувенир, это кружка, керамическая кружка Чебоксары. С другой стороны, Шупашкар, это завода
керамических изделий кирпичного завода. Они выпускали, у нас уже есть несколько таких экспонатов. Все очень дорого нам, нашему сердцу, скажем, душе. Мы буквально и удивляемся, и восхищаемся, и дизайн такой вот небольшой, такой утюг. Небольшой утюг, довольно удобный, ну, может быть, для таких небольших вещей гладить там. Часов тоже много выпускалось. Эти часы, кварц со знаком качества, сделаны в СССР. Вот, батарейку надо будет поменять, может, и ходить будут. Люди, есть очень интересный момент, мы уже выставили там в витринах, показать, конечно, лучше бы. Есть буклет, посвящен Сергею Сенину, где фотографии, вот там семейные фотографии про его детство и гибкая пластинка, где он сам читает свои стихи. На рынке мне буквально так вот бесплатно подарила одна женщина. И я вначале познакомился, потом через неделю она принесла. Спасибо ей за это. Такие интересные вещи собираются и пополняются. Мелочь, вещи того периода покупаем. Мы, конечно, готовы принять от граждан, может быть, даже советской атрибутики, это переходящий в ударника коммунистического труда. Есть похожие, это завода тракторных запасных частей города Чебоксары, там висит, там музей. Это буквально недавно принесли, мы погладили, привели в порядок. Планируем, может быть, до Нового года, если не успеем, то где-то в январе, ну, в феврале край, так вот скажем, 23 февраля откроем большой, хороший музей уже на чердачном этаже торгового центра «Кумашка», где все это разместим. 2 зала. Один зал — это сделано в СССР, будут предметы, выпущены в советский период. И второй зал — истории Сувара-Булгаро-Чувашского народа. Так что, дорогие наши товарищи, я приглашаю вас, приносите, давайте вместе создадим народный музей про наше героическое прошлое. И это прошлое все-таки нас вдохновляет и по сегодняшний день. Мы живы тем духом и работаем, закаленные, вооруженные теми настроями для народа.